Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Товарищ Сталин, вы большой ученый. Выпуск 4. Вначале ответим на вопросы слушателей предыдущих выпусков, в которых они спрашивают, откуда взяты шумерские древние и балкарские слова и их сравнение. Ответ. Из издания Карачаева-Балкарский мир, автор Алишев, июль 1993 года. А теперь приступим к, собственно, 4 выпуску. Тарабарский язык в СССР. Неисторический язык. Так в СССР было примерно определено место и роль тюрко-татарского языка. Основоположником такого взгляда был никто иной, как корифей всех наук, гений человечества, великий вождь и учитель, великий интернационалист, почетный пионер, почетный комсомолец, почетный академик, отец всех народов, величайший гений всех времен и народов, великий вождь советского народа, вождь мирового пролетариата, продолжатель дела Ленина, великий мастер смелых революционных решений, знаменосец коммунизма, преобразователь природы, великий кормчий, великий стратег революции, великий маршал Советского Союза, великий генералиссимус Советского Союза, непревзойденный полководец всех времен и народов, лучший друг ученый, лучший друг писателей, лучший друг физкультурников, лучший друг учителей, доярок, механизаторов, колхозников, великий друг женщин, художников, шахтеров и актеров, а также водолазов, бегунов на длинные дистанции. Уф! Это еще не все. Встаньте и давайте будем петь хором. Мой Сталин, любимый учитель и друг, тебе миллионы протянутые рук. Ты первый. От тюркско-татарского Бер-1, первый. Из первых в труде и борьбе все лучшие чувства приносим тебе. Да, скромный был товарищ. Некоторые недобитые тюркоманы утверждают, что даже вот это любимое слово товарища Сталина «товарищ» происходит от тюркско-татарского «туар» и «иш». Сталина на этих тюркоманов нет. Посмотрите на документальные кадры про нашего дорогого товарища. Верх скромности и чуть-чуть даже. Кстати, чуть-чуть от тюрко-татарского чуть-чуть в том же значении. Про нашего дорогого товарища верх скромности и чуть-чуть даже строгости. Ах, до того скромный, скромнейший, даже стеснительный какой-то, от излишней, просто сногсшибательной, феноменальной скромности. И вот поэтому, чтобы люди знали и вдруг не забыли о том, что он воплощение скромности, по свидетельству Никиты Хрущева, Сталин собственноручно приписал к своей автографии слова «мастерски», в скобках заметим,
от тюркско-татарского слова «ста» – мастер «ста», мастерски выполняя задачи вождя партии и народа, имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своих деяниях и тени, в скобочках тень от тюркско-татарского «тын» – ночь, и тени самомнения, зазнайства, самолюбования. Конец цитаты. Немножко устал от этой скромности, но пойдем дальше. Интересное было времечко. Дальше можно взять домбру от тюркско-татарского «дымбыра» или гусли от тюркско-татарского «гесля» или кубзу от тюркско-татарского «кубыз». От этого же слова украинский кобзарь, кубыз-ар – человек, который играет на кубызе. И спеть об одном единственном пути, который мог быть у всех и каждого человека во времена этого расчудесного Иосифа Прекрасного в СССР. А дорога у всех у нас одна. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сначала принимают в пионеры, ай-яй-яй. Потом комсомол, ай-яй-яй. Потом члены колхоза, ай-яй-яй. Коллективное хозяйство, хозяин, между прочим, от тюрко-татарского слова «худя». Ай-яй-яй. Потом: не успели мы тебя принять в колхоз. Ты уже хочешь выйти из нашего колхоза? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Конечно, из колхоза можно выйти добровольно. Да, у нас же не буржуазная, а социалистическая, самая широкая. В скобочках заметим. От тюркско-татарского иркын ирык, широк ирык. Самая широкая демократия, которой нигде больше нету. Из колхоза выйдешь только в тюрьму. От тюркско-татарского «терма». Или выйдешь в глухой лес Сибири. От тюрко-татарского «Сибирь». Это про него пели вот такую грустную песню некоторые российские лесорубы у костра. Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании большой вы корифей, а я простой татарин заключенный, не коммунист и даже не еврей. Татармин, и мне товарищ серый брянский волк. От тюркско-татарского волк, бирюк, буре. В этой самой гуманной империи Сталина, где диктатуры, то есть самодержавие, были не только в квадрате, но и в кубе, где все люди были равны до умопомрачения, где молодым была везде дорога, а старикам почет, так как доживать до старости могли лишь единицы. В этом суперполицейском государстве с маскировочным халатом пролетарии всех стран, соединяйтесь, наш татарский Тарабарский почти не был виден среди собратьев. Некоторые недобитые панкюртисты утверждают, что слово «брат», заметим в скобках, означает «бір-отадан», от одного отца. Данное слово существует и в форме «бір-адар». Скобочку закроем. Корифей всех наук на глаз определил, а глаз у него алмаз. От тюркско-татарского алмаз. Сколько лет нашему языку? Во времена управления этого величайшего гения всех времен и народов двухглавым орлом воссиял в СССР великий и могучий русский язык. Около в него взвивались соколами, в скобках,
от тюрко-татарского суккул. Это сам Баскаков говорит. Сокол суккул. Соколами да орлами гордыми. Опять скобочку раскроем. Гордый. От тюрко-татарского гурур. Гордыми и важными птицами языки союзных республик. На грузинском языке, на котором иногда вещал этот горный орел, обменивались мнениями о строительстве социализма и коммунизма сам товарищ Сталин и его близкий друг товарищ Берия, а также очень любимые им товарищи Орджоникидзе и Янукидзе, еще многие-многие товарищи, и еще многие товарищи. До того, как их не укокошил, в скобках корень «косить» от тюрко-татарского слова «кису». Пока их не укокошил, их любимый друг и товарищ – самый человечный человек в мире. Так каждый день писали о нем в газетах. Самый человечный человек в мире – Иосиф Джугашвили Сталин. Бурные аплодисменты. Продолжим. Языки союзных республик были, конечно, богатыри. Не мы, а, к примеру, наш татарский язык, который был недостоин даже рядом стоять с языками союзных республик, тем более с великим русским языком, тем более с грузинским языком, которым обладал сам Ястреб. Так он был не исторический наш татарский язык, маленький, малюсенький, воробей, соловей, пташечка. Одним словом, читогрита, как поет о самой маленькой птичке Вахтанг Кикабидзе в кинофильме «Мимино». Удзирозаца замбахеспери, ту мельхинсмтери, ту севдианоп майнсмтери, мерамам телебес. И как хорошо его читогритность чувствовал горный орел, который так высоко летал над страной и который иногда так низко падал. Да и шили ей этой нашей маленькой читигрите в Казани тюбетейки. Для пущей важности язык нации, однако. Потом Читу-Гриту отправили играть в птичий детсад для неисторических языков автономных республик. Иди полетай, малась, вон там марийский язык щебечет среди деревьев, чувашский язык издает соловьиные трели на поляночке. В скобках полян от тюрко-татарского алан при помощи приставки по-алан. Удмуртский с мордовским перекликаются, как две заблудившиеся кукушки. В скобках от тюрко-татарского куке – кукушка. И ты маши там крыльями, спой им песню на своем птичьем языке и не мешайте нам, важным птицам. Мы будем творить вашу историю.